Больше 15 женщин еще утром захватили здание Айлок-Мыту, села пригородное Аламединского района. Они привезли с собой газовый баллон, канистры и грозились облить себя бензином, устроить акт самосожжения. Женщины закрылись внутри и никого не пустили. Их единомышленницы, которые находились снаружи здания, сообщили журналистам, что причина захвата и угроз самосожжения в задолженности по кредитам из-за безработицы. Мы все стали жертвами коммерческих банков. Взяли кредит по высоким процентам, и сейчас, когда возникли трудности, нас никто не слышит. Среди нас есть женщины, приехавшие с регионов. Дети их не смогли выплатить долг банку и лишились дома. Сын одной женщины пошел на суицид из-за кредита. У участниц акции протеста несколько требований: снизить процентные ставки кредитов и отменить долги по процентам, полученные в коммерческих банках. Общее число пострадавших 300 со всех регионов, но среди выступающих есть те, кто не связан с кредитами. Это представители общественных благотворительных фондов. На место также прибыли сотрудники МЧС и милиции. Здание Айлок-Мыты отцепили снаружи и не пускали никого внутрь. Позже к зданию прибыли полпред правительства в Чуйской области Еркин Тентишев, аким Аламединского района, представители Нацбанка, которые пытались провести переговоры с женщинами через окно. Однако они отказывались говорить с ними и требовали пригласить премьер-министра. Премьер-министр в курсе, Садыр Нуркожоевич в курсе. Садыр Нуркожоевич сам сказал, вопросы решать срочно. Уақыт керек деп айтуда Садыр Нуркожоевич өзі айтты. Ради вашей безопасности они работают, потому что там газ баллон менен бензин облитый. Вы поймите немножко. Ошо себептен бир-бирден киргизет. Через некоторое время на переговоры к ним прибыл вице-премьер-министр, министр экономики и финансов Улугбек Кармышаков. Он отметил, что это непростой вопрос, решение которого требует времени. Он также добавил, что действия женщин подпадают под статью «Захват государственных учреждений». Можно было взять захваченное здание штурмом, однако этого делать власти не стали. И так как это является гражданскими правовыми договорами между заемщиками и коммерческими банками, было предложено решать каждый вопрос индивидуально. После переговоров стороны договорились встретиться с премьер-министром. Между тем, специалисты заявляют, что подобные вопросы, связанные с деятельностью коммерческих банков, решает не государство, а решается на основании договора, заключенного между заемщиком и банком. Банковский сектор готов идти на уступки, но аннулирование долгов – процедура невозможная, добавили в Союзе банков. Но ни в коем случае через какие-то угрозы, через какое-то давление, через привлечение государственных органов. Кстати, в нашем законе четко прописано, что коммерческие банки не отвечают по обязательствам государства, так же, как и государство не отвечает по обязательствам коммерческих банков. Прежде чем брать кредиты, прежде чем брать займы какие-то у банков или у микрофинансовых организаций, необходимо все просчитывать. То есть возможности погашения задолженности. Во-вторых, вы должны понимать, что вы рискуете очень многим, если это, конечно, стоит вопрос о залоге очень ценных для вас вещей, в том числе имущество. Мамлекет бир күнделерин барын кеткенге мүмкүнчүлүгү да жок, укугу да жок. Себеби 25 банктын 23 бул частный жеке банктар. Мамлекеттик банктар боюнча, ала боюнча улуттук банк менен чогулуп азыр консультация жүргүзүлөт, анан маселени чечүү жолун издейбиз. Позже протестующие все-таки нашли компромисс с властями в решении вопроса с выплатой кредитов. Покинули административное здание. Принято решение в субботу еще раз обсудить вопрос с представителями всех соответствующих органов, возможно, даже банковского сектора. Элиза Балбакова, Алтан Сакеев, Нью ТВ.